ученые того времени, ученые всего Дагестана, говорит, признали его, говорит, одним из самых выдающихся шейхов и ученых его времени. Завещание делает, чтобы он не отклонился от пути шариата. До революции были очень известны такие алимы. Ассаламу алейкум, друзья! В эфире передача «Исторический факт». И в гостях сегодня у нас руководитель исторического центра при Дагестанском гуманитарном институте Мурадулла Хаджи. Мурадулла Хаджи, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Мурадулла Хаджи, вот мы записывали с вами передачу о Даниалбеке Илисуйском, и в этой передаче вы вкратце упомянули о видных богословах от Сахурской долины. Вот сегодня, если можно, поподробнее о них расскажите нам. Вроде вы останавливались поподробнее от Джабраиль Афанди из Лакити, да? Да. Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля Мухаммадин, ва аля али ва сахби аджмаин. Из таких исследований мы узнали, что Сахур, так кто общепринято было называть, да, Сахуре много алимов были, шейхов были и так далее. А когда уже более детально начали изучать, там на самом деле была как бы кузница наук. Там очень много, оказывается, были и в предыдущих веках, уже начиная с 6-7 века по хиджре, с этого времени там вплоть до революции были очень известны такие алимы. И один из них, кто ярко отличается среди них, это является Джабраиль Афанди от Сахури Аллакити, как он пишет. Имеется в виду Сахур, это его родное селение, Аллакити, позже он переехал туда. И Джабраиль Афанди, рахимуллах, коротко о его жизни. К сожалению, дата его рождения неизвестна. И был ли он за пределами Дагестана в поисках знаний, тоже неизвестно. И вообще-то цель того, что именно выбрал Джабраиль Афанди, тоже у меня является то, что уделит побольше внимания. Потому что, кроме того, что написал Шуайбагин в своем Табакате, и Усман ат-Сахури Тухфатуль Ахбаби книги, и то, что Хасан Афанди написал Сирадж Саадат, других информаций практически нету. Но мы, в крайней мере, не нашли таких. Поэтому, чтобы это побольше интерес других тоже вызвало, вот решили именно про Джабраиль Афанди сегодня рассказывать. И известно, что его духовными учителями были Юнус Афанди из Лалали, также Ахмад Афанди из Алмало и позже Махмуд Афанди. И коротко про них тоже мы можем говорить. Вот в начале... Я извиняюсь, это все выходцы из Сахурской долины, да? Они, вот Лалали и Алмало, это находится за Катали. Вот, то есть это уже ныне Азербайджан. Азербайджанская республика входит. И вот сама Лакити, она находится в Кахском районе. Это Джарубилаканский округ. И вот первым его духовным учителем был Юнус Афанди из Лалали. Он же является также наставником и Махмуда Афанди. И потом после него он вступает под воспитание Ахмад Афанди из Алмало. Это известный шейх, известный ученый. И после того, как Махмуд Афанди прибыл из России, он, как мы знаем, находился в ссылке. Вот этот Ахмад Афанди, учитель Джабраиль Афанди, у него было около 300 муридов, со всеми муридами он вступает под воспитание Махмуда Афанди. То есть он видел его преимущество, его знания, духовные и сокровенные, и он, как обычный простой мурид, сидел, говорит, перед ним. Из-за его простоты Махмуд Афанди, говорит, очень сильно любил его, и даже говорится, когда вот он умирал, он, говорит, поставил голову на колени Махмуда Афанди и в таком виде перешел в мир иной. Это было чуть незадолго до переселения Махмуда Афанди в Астрахань, 1281 год, если не ошибаюсь. И после ухода Ахмада Афанди
он уже вступает, Джабраиль Афанди, под воспитание Махмуда Афанди. И Махмуд Афанди, мы знаем, про него много слышали, много говорили. Это известный ученый, известный шейх, признанный не только в Дагестане, не только в Северном Кавказе, но и в России, особенно в Поволжье, на территории Казани. Там много были его ученики, Астрахани и других местах. И Джабраиль Афанди, рахимахуллах, он в течение 7 месяцев находился под его воспитанием с другими такими же видными учеными. И в протяжении этого времени он уже достигает до познания Всевышнего Аллаха, до этого уровня. И Махмуд Афанди дает ему разрешение на наставничество, то есть принимать учеников. И Джабраиль Афанди, он на самом деле усердствовал про него то, что говорит Усман Сахури в книге «Тухфатуль Ахбаб аля Касидат аль-Махмудия». Он очень его хвалит, и он говорит, ученые того времени, ученые всего Дагестана, говорит, признали его, говорит, один из самых выдающихся шейхов и ученых его времени. Они, говорит, не только признали, и они, говорит, старались во всем подражать ему. То есть такой авторитет и такой уровень был Джабраиль Афанди от Диссасирова. Вот вы сказали, Джабраиль Афанди родился в Цахуре, а потом как бы переехал в Лакити. Да. Чем был обусловлен такой переход? Это тоже интересный случай. Вот Шуайб Афанди от Диссасирова, он в своей книге пишет, это его воспоминания, он говорит, когда я был, говорит, имамом селения Цахур, вот Шуайб Афанди, он молодой алим, молодой ученый, он занимался тадрисом и заодно находился, то есть его назначили имамом Цахура. Это время, он говорит, пришли, говорит, в селение Цахур, Джабраиль Афанди, Хусай Афанди и еще другой шейх. Вот они пришли, говорит, посетить зиярат шейха Махмуда Афанди. Это не тот Махмуд Афанди, о котором мы говорим, а это житель из Цахура, который около 5 веков до этого жил. То есть где-то 500-600 лет до них он жил, и он считается одним из таких аулия, из святых. Посещать его могилу, говорят, они пришли все вместе трое. И когда они, говорят, пришли цахурцы, они, говорят, проявили такое вот гостеприимство, они очень сильно уважали и любили, говорит, Джабраиль Афанди. И день, говорит, даже бывало, что по 5 раз даже приглашали их в гости, и они все время, вот Джабраиль Афанди, говорит, меня брал с собой. Я очень, говорит, стеснялся, вот когда даже ходил, старался, говорит, быть позади него, но он не позволял, говорит. Даже когда мы сидели, говорит, за трапезой, он ко мне, говорит, так притык доходил, что у нас вот колени дотрагивали друг до друга. И я от стеснения, говорит, отступал назад, но он все время, говорит, приближался. И Усай Афанди, говорит, это другой тоже известный шейх, он на нас смотрел, говорит, и улыбался. И также вот Шуайб Афанди говорит, у него, говорит, такое вот приятное лицо, приятную внешность, говорит, было. Он был высокого роста. И я, говорит, хотя знаю, что это неуважительно, неэтично смотреть упор человека, но я, говорит, бывало, говорит, что глаз не мог отводить от него. До такой степени, говорит, вот тянуло. И через некоторое время вот нас, говорит, гости позвал его дядя с материнской стороны, человек по имени Баба Саид Цахурский. И когда к нему мы шли, говорит, он мне, говорит, сказал, сынок, говорит, я на следующий день, то есть завтра, говорит, отправляюсь домой, обратно в Лакити. И он причину приводит то, что жители Цахура сильно как бы проявляют к нему уважение, и он стесняется от них. И на самом деле вот это тоже как бы такая отличительная черта, можно сказать, Цахуров, так как они проявили такое уважение. Часто же бывает, что многие, наоборот, проявляют неуважение, проявляют небрежность, даже проявляют враждебность, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям делали некоторые люди. В таком виде часто так бывает. Но здесь видно, что они люди понимали и знали цену науки и алиму. Поэтому, видимо, они так сильно уважали. И Джабраиль Афанди говорит, я, говорит, стесняюсь, я не могу, говорит, смотреть им в глаза, и мне очень неудобно, говорит, поэтому я отправляюсь в Лакити.
И Лакити, почему он отправлялся, тоже здесь скажу. Сахур – это зимой очень холодное место. Территория там и снега большие, и лавины и так далее. В основном жители Сахура, они отправлялись на сторону Джарбелакана. У них там в основном отправлялись селение Лакити. Там зимой легче время провести. Людей мало очень оставалось в Сахуре. Больше половины они уже переселялись вот так, эти селения. Вот поэтому он выбрал именно Лакити. Мурад Хаджи, вот до записи передачи вы нам предоставили вот такой интересный документ. Это прокомментируйте, что за документ у нас на экране. Это письмо, как раз таки, мы перейдем сейчас к этой теме. Конечно же, у Джабраля Афанди были свои ученики тоже. Среди них были очень много алимов, ученых, достигших до уровня познания Всевышнего Аллаха. И среди них ярко отличался Абдурахман Хаджи из Асаба. И вот этот документ, это называется Сакуль Иджаза, то есть документ, подтверждающий наставничество, и своей рукой Джабраль Афанди написал это письмо Абдурахману, то есть он подтверждает его своим преемником. Это письмо, да, на самом деле, мы нашли ее в одном из коллекций известного ученого Хамзата Исляка. И в этом письме, коротко говоря, он объясняет, какой он уровня человек. И здесь же он даже такие интересные слова приводит. «Ваджахада хатта ваджада, хаказа ваджада манджахада». То есть эти слова означают, он старался, пока не достиг желаемого. Вот так же достигают желаемого тот, кто будет стараться, тот, кто будет усердствоваться. И вот этими словами, и дальше он ему делает васият, завещание делает, чтобы он не отклонился от пути шариата, чтобы он был добр к своим последователям. И в этом завещании он в основном ему говорит, ты, говорит, остерегайся, чтобы ты отвлечься от Всевышнего Аллаха и постарайтесь, говорит, оживление сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалам. И также он говорит, чтобы он отдалился от новшества религии. Вот такие завещания делает, и в конце подпись делает «Ва ана аль-факиру аль-мискин Джабраиль ан-Накшбанди аль-Халиди от Сахури аслан ва маулидан аль-Лакити саканан ва икаман». То есть вот такой подпись, и в конце печать идет, как мы здесь видим. И он говорит, это написал бедный Джабраиль Афанди, который является родившим в Сахуре, потом переселившимся в Лакити. Вот я вижу там печать тоже. Это какая-то персональная печать, да? Да, это личная печать самого Джабраиля Афанди получается. Вот в каком году было выдано это разрешение на наставничество? Это было 1303 год, указывается по хиджре, это соответствует 1886 году. То есть за 4 года до перехода в мир иной Джабраиля Афанди. А помимо этого документа известны еще какие-то реликвии, связанные с шейхом Джабраилем Афанди? Может, сохранился дом, где он жил, родился? Может, есть какая-то библиотека? И известны ли труды? Были ли у него самого труды какие-то? К сожалению, от Джабраиля Афанди не осталось. И неизвестно. Мы пытались выяснить, разузнать, были ли какие-либо труды, но, к сожалению, мы не наткнулись. И даже это, можно сказать, как-то не по душе. Место, где находился дом Джабраиля Афанди, сейчас оно в руинах. И такого какого-то не обустроено это место? Да, общее место заброшено. Это в Сахуре или в Лакити? Это в самом Сахуре. Да. А могила известна шейха? И где она находится? Да, могила шейха известна. Она находится на окраине селения Лакити. Туда люди ходят на зиярат. И это известное место. В итоге, в каком году, получается, ушел из этого мира шейх? Этот бренный мир Джабраиль Афанди, рахмаллах, он покинул в 1307 году, что соответствует 1890 года. Это получается 12
Джумадуль Ахир месяц. Мурадулла Хаджи, вы рассказали об одном из его учеников, которому впоследствии было передано право на наставничество. Были ли у него вот такие же ученики, которым также он доверил продолжать свое дело? У него последователей очень много были, и среди них были известные такие и выдающиеся личности, но все-таки мы знаем, разрешение на наставничество это очень такая строгая и не каждому дается, но у него были известные такие, которые достигали до этого же уровня. Но Джабраль Афанди, он иджазат делал Абдурахману Хаджи из Асаба, других помимо него неизвестны. Мурадулла Хаджи, вот вы сказали, что он был очень почитаем. В свое время ученые считали его самым видным на тот период ученым. Что мы знаем, вот какие примеры этого сегодня нам известны? Рассказывает один человек из самого Цахура, Ибрахим его звали. Он рассказывает, что один из них, он находился в мечети Илисо, и там был, говорит, ученый из, в книге упоминается Тухфатуль Ахбаби, что из государства Шамиля, то есть, видимо, из Нагорного Дагестана прибыл, и он дал, говорит, какую-то книгу прочитать по ханафитскому мазхабу, книгу, которая называлась Аль-Джаухара. И я читал, говорит, эту книгу, и в это же время я видел, говорит, что Джабраль Афанди, он на стороне И'тикафа мечети там остался, и когда читал, говорит, текст этой книги, там некоторые места остались, говорит, у меня в сомнениях, то есть непонятными. И у меня в мыслях мелькнуло, если я покажу и попрошу разъяснить это у шейха, сможет ли он мне помочь. И как только у меня, говорит, вот эта мысль появилась, он пришел ко мне, говорит, и спрашивает, а есть ли, говорит, у тебя какие-нибудь сомнительные места, чтобы я мог вам разъяснить. И вот я удивился, говорит, его проницательности, и его вот разуму, и он за короткое время, говорит, все мои сомнения, говорит, рассеял, объясняя все это. У пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, есть такой хадис: «Иттаку фирасат аль-му'мини, фа иннаху янзуру бинуриллахи». То есть здесь означает, вот вы, говорит, остерегайтесь от проницательности му'мина, поистине, говорит, он смотрит, говорит, в светом от Всевышнего Аллаха. Вот поэтому таким людям особый дар от Всевышнего Аллаха, конечно же, бывает. И я в конце хотел бы рассказать такой случай тоже. Вот тот же Усман Сахури, он в этой книге Тухфатуль Ахбаби упоминает, что вот ученые, современники его очень сильно уважали, говорит, его, как мы упомянули эту вещь, и когда он умер, говорит, многие из них проявили свою любовь, вот, посещая им стихи. Среди них является сам Шуайб Багини, потом Муслим из Урада, Муслим Афанди из Урада и Удурат из Урада. Вот Удурат, он тоже известный ученый, многие про него знают. Вот Удурат, он по каким-то причинам он не мог попасть в Цахур, то есть увидеться с Джабраль Афанди, и он даже дважды, говорит, написал стихи про Джабраль Афанди, восхваляя его качество, и он отправил письма его родственникам. Коротко в этих письмах вот такое содержание: вот, салам, говорит, приветствую вас, и всех тех, которые любили Джабраиля Афанди, его детям, внукам, родственникам, соседям и так далее. И он говорит, я, говорит, вам завещаю, чтобы вы не забыли своего ученого, своего шейха, так как, говорит, даже после смерти, говорит, от них исходит баракат. И он им также говорит, вот, назидание делает. В конце этого письма он приводит такой случай. Во время второго праведного халифа Умара, раллиллаху анху, одна женщина вот согрешила, и Умар строго ей говорит, пока я жив, говорит, ты не выходи из дома. И когда Умар перешел в мир иной, ей сказали, халиф умер, говорит, ты можешь выйти. И она, говорит, сказала, нет, говорит, я не виду, когда он живым был, я слушалась его, говорит, а когда мертвым, говорит, я еще больше достойный, говорит, чтобы слушать его. Вот, то есть вот такой пример приводит вот Удурат из Урада в этом письме.
И почему я это рассказываю? Вот как мы и дотронули эту тему, вот наследство от Джабраиля Афанди, его духовное наследие практически не осталось. Даже вот место, где он жил, где родился, вот это место сейчас пустует. То есть там развалины. И я бы обратился и к цахурам, и другим, разницы нет всем дагестанцам, чтобы вот установили какую-то плиту, загородили это место, хотя бы даже вот, чтобы прибывшие туда могли узнать, могли понять, где родился Джабраиль Афанди. Установить небольшую доску с надписью, что здесь родился и жил Джабраиль Афанди, это было бы богоугодным делом. Так как мы сказали, что цахурцы, когда он живым был, вот до такой степени любили его, что он даже не смог остаться там, решил переехать, стеснялся от них. Вот сегодня тоже мы должны проявить к нему такое же уважение и такая же любовь. Машаллах, конечно, потомки должны знать своих предков, тем более таких выдающихся людей, о которых знает весь Дагестан. Мурад Лахаджи, спасибо, что пришли. На этом будем прощаться. К сожалению, время нашей передачи ограничено. Букарест, Все. Спасибо, что пришли. Всех благ, успехов вам в вашей деятельности. Дорогие друзья, на этом мы завершаем нашу передачу. Ассаламу алейкум.